Уважаемый Александр Сергеевич, мы сегодня провели очень важное совещание по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Речь шла и о предотвращении пожаров, и подтоплений, паводков. В частности, в Якутии непростая ситуация, сложная. Знаю, что она более эффективно решалась в этом году за счет целого комплекса мер, выделения дополнительного финансирования. Но в прошлом году, к сожалению, беда практически уничтожила целый ряд домов и социальных объектов. Но и по поручению президента выделили специальные средства для того, чтобы построить школу в этом селе, и в том числе спортивный центр. И, конечно, необходимо сделать все, чтобы люди, которые оказались в результате чрезвычайной ситуации в бедственном положении, получили помощь. Знаю, что вы этим лично занимаетесь и в координации с федеральной исполнительной властью. Ну и хочу также попросить рассказать, как в целом обстоят дела в республике, какова социально-экономическая ситуация. Сегодня вы много рассказывали об этом, показывали соответствующие материалы, мы посмотрели ваш IT-парк, и в частности презентация города Неринга. Она показала, что идут специальные процессы, инвестиционные процессы. Пожалуйста, вам слово. Огромное спасибо, Михаил Владимирович. Конечно же, вот по пожарам прошлого года хочу сказать огромное спасибо президенту нашей страны Владимиру Путину, вам лично за ту помощь, которую вы тогда получали. Я сегодня вспоминал, что год назад у нас в это время почти 1,5 миллиона гектар горело, 4,5 миллиона гектар горело. И как раз тогда пострадало село Бескёль. Все жилые дома были восстановлены в прошлом году, причем сделана современной планировкой, с проводкой оптоволокна, газа. По вашему решению сейчас уже началось строительство школы в селе Бескёль, и сейчас принято решение через единую субсидию строить также спортивно-культурный центр. Жители села, Михайлович, мне писали, чтобы я вам лично и правительству огромную благодарность выразил. На самом деле огромная была помощь людям, которые в одночасье лишились всего и вся. Я сам был в селе в тот день, конечно, тогда со страшной бедой столкнулись, но вот благодаря как раз нашей совместной работе этот год Якутия гораздо лучше проходит. Я тут подготовил короткую презентацию по социально-экономическому положению республики. В целом хочу сказать, что мы лидируем по Дальнему Востоку по объему валового регионального продукта. У нас 1 459 миллионов рублей ВВП прошлого года с реальным ростом на 10,5% к 2020 году. Каждый пятый рубль добавленной стоимости Дальнего Востока создается здесь у нас в Якутии. Такое же соотношение по объему инвестиций в основной капитал 338 миллиардов за прошлый год. При этом очень высока бюджетная эффективность. Вам, как руководителю в свое время создавшего вот эту систему налогов, это, наверное, будет интересно. Каждый третий рубль бюджетную систему Дальнего Востока создается здесь в Якутии. 420 миллиардов рублей, если быть точным. А если смотреть по федеральному бюджету, то эта сумма еще больше, в 2 раза больше. 2/3 отчислений в федеральный бюджет Дальнего Востока генерировалось, по крайней мере, в прошлом году. Здесь у нас в Якутии 239 миллиардов из 164 миллиардов по Дальнему Востоку. В 2021 году у нас по промышленному росту очень хороший результат. Мы лучшие за последние 10 лет. Рост составил 16%. Установленные исторические максимумы добычи угля, золота, нефти, газа. Рост продолжается и в этом году. У нас индекс промышленного производства за январь-июль достиг почти 113%. Причем я специально анализировал, это не влияние начала года, как более благоприятного, скажем так. Он у нас продолжается из года в год, из месяца в месяц, июль к июлю прошлого года у нас плюс 11%. То есть мы реально растем. Особенности, конечно же, отрадно, что не наряду с ростом таких экономических показателей у нас растет демография. У нас стабильно растет количество населения. Мы по предварительным данным переписи уже достигли цифры 996 тысяч человек. За последние 3 года при этом у нас численность населения увеличилась на 25 тысяч человек. Это результат и высокой рождаемости. У нас по коэффициенту рождаемости мы всегда были лидерами Дальнего Востока, и мы 7-е в стране сейчас. При этом мы сохраняем это превышение рождаемости над смертностью.
К сожалению, вот ковид очень серьезно подкосил по всей стране эти показатели, да и во всем мире. Но в Якутии все равно это естественное превышение рождаемости над смертностью сохраняется. И плюс последние 2 года у нас положительная сальдо миграции. То есть люди, которые переехали на постоянное место жительства у нас в Якутии. И в этом году, в год столетия якутской автономии, мы ожидаем, что у нас появится миллионы жителей. Ряд мер мы приняли. У нас моим решением этот год матери в Якутии объявлен. И, например, каждому ребенку, рожденному в этом году в Якутии, мы выплачиваем 100 000 рублей как материнский капитал. Тоже не очень востребовано, но мы надеемся, что вот начиная с сентября мы реальные результаты все-таки в части улучшения рождаемости и в связи с этим тоже почувствуем. Мы также являемся лидером на Дальнем Востоке по продолжительности жизни. Она у нас практически равна с российской. Мы 20-е место в стране занимаем по продолжительности жизни. Что касается нашей работы по преодолению вот этих всяких санкционных решений Запада, мы, как только началась работа федеральная по принятию антикризисных мер, с марта еженедельно тоже принимали свои региональные меры. Мы их приняли порядка 100, общий пакет оцениваем порядка где-то 16,5 миллиардов рублей дополнительных мер, которые мы здесь приняли. Мерой поддержки воспользовалось в общей сложности 413 субъектов малого и среднего бизнеса в первую очередь. Из них 68 это по федеральным мерам смогли получить помощь, а региональные 345. Это не считая налоговых льгот. Я потом остановлюсь. Мы, конечно же, тогда были в первую очередь, Михаил Владимирович, ну не то что вынуждены, да, осознанно абсолютно поддержали северный завоз. У нас как раз весенний тоже происходит, когда зимники еще работают. А тут ставка очень серьезно выросла. И мы, конечно, направили большие средства на льготные кредиты под 2% и на компенсацию процентных ставок по коммерческим кредитам. Это позволило нам сформировать основной запас продовольствия, муки. Мы практически, вот я сейчас недавно смотрел, опять же, статистику, в части роста цен на продовольственные и непродовольственные товары мы, скажем так, ниже всех подобных структур, у нас меньше всего выросло. Я считаю, что это как раз результат этих мер. На 2 миллиарда мы поддержали региональные авиакомпании прямыми субсидиями. Что касается налоговых решений, было достаточно у нас много споров в правительстве, но я принял решение, что мы идем на установку минимальных значений по упрощенке. То есть мы сделали вместо, у нас было 6% по системе дохода, мы сделали его 1%, доходы минус расходы было 10, сделали 5%. Вот. Общая стоимость решения где-то порядка 2,5 миллиарда рублей для бюджета. Воспользовались этим уже 25 тысяч предпринимателей различных. Так? И самое интересное, что по первому полугодию поступление УСН, оно у нас не сократилось, оно у нас увеличилось на 36%. Есть разные идеи, почему это случилось, но в том числе, вот, скажем, аврального снижения, каким пугали, оно не случилось. Для сохранения занятости, например, в IT-отрасли мы фонд инноваций увеличили на 150 миллионов. Сейчас с помощью этого 20 компаний как раз уже получили средства. Вот сегодня ребята, которые рассказывали про онкопоиск, они как раз вот эти 5 миллионов получили в рамках этой помощи весной этого года. Я считаю, что мы работу будем продолжать, и в следующем году тоже хотим на 150 миллионов таким образом поддержать IT-отрасль. В результате у нас всех этих принятых мер занятость населения растет, безработица падает. Она у нас сейчас общий уровень где-то порядка 6,8%, максимум во время пандемии в июле 2020 был 7,7%. То есть постепенно падает, и вот в этом году мы тоже видим его падение. Высвобождение вообще в связи с санкциями мы вообще не фиксируем рабочих мест. Число занятых в малом бизнесе с начала года увеличилось на 4,7%, сейчас у нас 122 тысячи. Ну, правда, налоговая служба время от времени проводит чистку, так, сокращается, но потом все равно растет. Мы считаем, что последние годы очень поступательный рост все-таки по численности занятых в малом бизнесе, вот я точно фиксирую. Всего с 2018 года мы в республике 18 тысяч новых рабочих мест создали, в том числе и в крупном бизнесе. Ну и, конечно же, у нас отрадно то, что появилось 21,5 тысячи самозанятых, еще дополнительно.
Что касается потенциала импортозамещения, вот вы сегодня видели успех нашей, скажем так, IT-отрасли. Мы считаем, что эта работа будет нами дальше продолжаться. Мы через где-то месяц, в конце сентября, будем вводить в Якутии также и креативный кластер. Он тоже на площади 13 тысяч квадратных метров. При помощи Министерства развития Дальнего Востока на паритетном софинансировании мы реконструируем здание, заброшенное старого мясокомбината. И у нас там такая очень хорошая локация, очень общественное, красивое пространство, где у нас будет как раз кино, анимация, музыка, фэшн. Все эти креативные индустрии будут создаваться. Планируем, что будет 150 резидентов к 2026 году, но учитывая положительный опыт IT-парка, я думаю, что мы и раньше этих цифр достигнем. Также, конечно, перспектива ввоза, скажем так, замещения в республику мы связываем с развитием продовольственного нашего рынка, с достижением определенного самообеспечения продовольствием. Вот тепличный комплекс Савелий вам сегодня Алексей Ильич представил. Мы такие проекты также хотим масштабировать, но уже не тепличных комплексов, а животноводческих комплексов полного, ну, скажем так, более высокой уровня технологизации. У нас уже появились здесь зачатки по меду, по сбору лекарственных растений, по разработке своих пищевых каких-то продуктов из нашего экологически чистого сырья. И, конечно, сельское хозяйство, где занято большое количество местного населения, будет и дальше пользоваться нашей всяческой поддержкой. Для нас это очень важно. Что касается социальной сферы, здесь, конечно же, мы исходим из приоритета о заботе о людях. За последние годы, с 2018 по 2021, мы ввели 202 объекта социальной инфраструктуры. Я вот сам удивился, большая цифра получилась за эти годы. 36 школ, 66 детских садов, 42 объекта здравоохранения, 25 объектов культуры и 26 объектов спорта. Всего вложено 46 миллиардов 400 миллионов рублей, 40% федеральный бюджет, 40% республиканский и 20% это частные инвестиции. Александр Сергеевич, можно здесь уточнить? Вот уже я упомянул один из объектов, имеется в виду общеобразовательную школу, которая строится на средства федерального бюджета в селе, которая пострадала. А в целом вы сейчас сказали вообще о социальных объектах, а вот в частности, как идет строительство инфраструктуры для образовательных учреждений. Сегодня очень много об этом рассказывали ребята и в IT-парке, да, и вообще я вижу, как внимательно в республике относятся к образованию. Расскажите, как в сфере строительства школ дело? Михаил Ильич, вот у нас со времен нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева мы огромное внимание уделяем образованию. Это наша национальная идея, так сказать. И даже в самые трудные для республики годы мы порядка 10 школ каждый год вводим. И сейчас вот 36 школ мы ввели за последние годы. Туда профинансировано 11 миллиардов рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 миллиарда 400. В этом году мы вводим 15 школ. Очень большая цифра, плюс 7 детских садов. До 2024 года в общей сложности мы планируем построить 38 школ. Здесь, конечно, есть вопросы, но мы их решаем, в особенности по городу Якутску, где большая нехватка ученических мест. Совместно с ВП РФ по проекту строительства принципа государственно-частное партнерство школ, 10 школ в городе Якутске в ближайшие годы будем строить. Ну и благодаря программе модернизации школьных систем образования, здесь огромное спасибо Владимиру Владимировичу и вам, Михаил Владимирович, за решение по капитальному ремонту школ. У нас 58 школ попало в программу, 33 мы сдадим до 1 сентября, 7 объектов уже сдали, ну и 18 у нас это, которые переходные, часть работы мы в этом году делаем, часть следующая. Работа тоже на постоянном таком контроле находится. Вместе с тем, конечно, здесь у нас какой сложный вопрос. У нас исторически огромное количество сельских школ было построено в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. Они все деревянные, конечно, сейчас они уже в большинстве своем находятся в аварийном состоянии. За последние годы количество их неуклонно сокращается, но и сегодня вот 56 школ у нас здания аварийные, 7 зданий школ были уничтожены, к сожалению, пожарами за последние десятилетия.
Большая часть из них как раз в районных у нас, ну, в сельских поселениях находится. Мы здесь к вопросам развития сельских территорий вообще подходим комплексно. Есть вот у нас такой хороший опыт, раз в 4 года мы проводим спортивные различные мероприятия, типа вот спартакиада по национальным видам спорта. Или вот в этом году провели игры народов Якутии. Они у нас проводят один раз в 4 года, то есть раз в 2 года у нас какое-то мероприятие есть. И в рамках этой работы мы комплексно меняем инфраструктуру села. Вот, например, в этом году мы в Усть-Алданском УГУСе проводили, я сейчас посмотрел, опять же, данные, мы 58 разных объектов построили и ввели за последние 4 года именно в Бурагонцах и близлежащих селах, где проходили соревнования. И причем это не только спортивные объекты, это школы, дома культуры, это котельные, это дороги. И вот в 2025 году у нас, например, будут проходить игры Манчар, это по национальным видам спорта, в селе Тыкель Татинского УГУСа. Достаточно тоже далеко находится. Решение принято, комплексный план принят, и в рамках них, например, мы строим большую школу. Эта земля славится основателями нашего искусства, нашей литературы, основателем государства Республики Саха-Якутия, один из них, Платон Алексеевич Алюнский, тоже выходец из Татинского УГУСа. И вот там есть замечательная школа, гимназия. К сожалению, школа 1974 года постройки была, ее сейчас практически закрыли. И мы сейчас спланировали, сделали проектно-сметную документацию, гимназия вместе с интернатом, стоимость общая где-то порядка 1 300 000 000. И вот я думаю, что было бы очень хорошим подарком и ВУЗу, и республике, если бы правительство страны софинансировало 50 на 50, например, строительство вот такого объекта. Александр Сергеевич, очевидно, дети должны учиться в комфортных условиях, и кто с каким теплом здесь относится к образованию, конечно, нужно поддерживать. Я думаю, что все, что сможем, поддержим. Готовьте, пожалуйста, документы. Спасибо огромное. Поддержим то, что вы говорите. Спасибо. Но у меня тогда еще вопрос по здравоохранению. Сегодня тоже показали очень много медицинских приложений, специальных средств для того, чтобы проводить раннюю диспансеризацию, также специальное приложение для реабилитации. И мой вопрос по созданию медицинской инфраструктуры, как реализуется то, что намечено. В принципе, планы я смотрел, у вас планы достаточно серьезные, но как обстоит дело с обеспечением именно качественным медицинским обслуживанием всех жителей вашего субъекта? Огромное спасибо, Михаил Владимирович, за поддержку, которую мы здесь ощущаем со стороны федерального правительства. За последние годы мы ввели 42 объекта здравоохранения, в том числе очень такие серьезные и высокотехнологичные. Например, в первую очередь нашего онкологического диспансера, где как раз были расположены радиологический корпус, он был введен в 2018 году, построен и сейчас в этом году введен как раз в рамках дальневосточной единой субсидии самый современный на Дальнем Востоке, самый высокотехнологичный кардиологический диспансер на площади почти 20 с лишним тысяч квадратных метров. Объем огромный, почти свыше 9 миллиардов рублей, из них 90% это федеральный бюджет. Мы работу сейчас ведем в целом по 50 с лишним объектам в рамках первичного звена, это 12 районных поликлиник, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, 20 врачебных амбулаторий. Общее финансирование порядка 13 миллиардов рублей. Поэтому я считаю, что вот здесь мы как раз должны вот эти объекты создать, должны вообще в целом создать единую систему, которая будет подключена в том числе к телемедицинским нашим услугам. И вот как раз тот проект, о котором мы сегодня вам докладывали по ВОЛСу, по высокоскоростным оптическим линиям связи, позволит нам до каждого, даже арктического районного центра уже линии эти довести, и люди чтобы могли получать на месте помощь. Но, конечно же, очень большая проблема у нас с онкологией. Вам сегодня как раз вот наши ребята в IT-парке рассказывали о своей программе «Онкопоиск» и других своих новациях. Здесь нам помощь в чем нужна, Михаил Владимирович? При поддержке правительства Российской Федерации по федеральной адресной инвестиционной программе строится онкологический у нас центр. Строительная готовность 77%. В следующем году мы его должны уже вводить. Но, к сожалению, вот из-за объективных процессов
из-за изменений, в том числе и требований, которые к таким объектам более такие серьезные предъявляются, из-за удорожания в целом оборудования, которое неизбежно за последние 4 года произошло, у нас есть определенное удорожание, порядка 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Я бы, конечно, Михаил Ильич, просил вас дать поручение, чтобы этот дефицит был... Очевидно, достраивать надо. Пожалуйста, подготовьте тогда документацию. Надеюсь, что у вас все подтверждения экспертизы будут до конца года. И тоже по рассмотру попробуем помочь. Спасибо. Спасибо огромное. Александр Сергеевич, знаю, как внимательно регион занимается дорогой. И пятилетний план, который утвержден был дорожного строительства, он как бы учитывает очень много запросов, которые были в республике. Главная задача этого плана — связать все наши дороги, магистрали в единую сеть и, вот, как говорил президент, повысить связность наших территорий. Территории огромные, Якутия, наверное, самый большой, да, значит, площадью субъекта дальневосточной. Я хочу сказать, что мы поддерживаем республику в планах, причем она касается как федеральных трасс, так и региональных. Но вот на сегодняшний день главой государства были поставлены задачи как раз привести действующую инфраструктуру в нормативное состояние. И речь идет в том числе о внутренних планах, которые необходимо утвердить. Как собираетесь это выполнять и какие здесь есть успехи? Пожалуйста. Михаил Ильич, Якутия самый крупный субъект нашей страны. Вот я всем говорю, территория Якутии, она практически совпадает с территорией такой страны, как Индия. Вот Индия и Якутия, они практически идентичны по территории. И, безусловно, для нас вопросы транспортной инфраструктуры, это, безусловно, значит гораздо больше, чем для абсолютного большинства других субъектов страны. У нас 40 тысяч километров дорог, из них половина это зимние. Вот. За последние годы, конечно же, колоссальная работа проведена благодаря решениям руководства страны по улучшению качества дорожного строительства, по ремонту дорог. У нас та же вот дорога Лена федеральная, которая 15 лет назад признавалась рядом таких экспертных журналов самой плохой дорогой вообще в мире, она сегодня уже в таком состоянии, что в 2024 году будет полностью асфальтирована. Вот мы с Новиковым разговаривали, руководителем Федерального дорожного агентства, они здесь будут в сентябре проводить выездную коллегию. И вот это вот огромное движение, которое видно не только на дороге Лена, но и по другим дорогам. По Вилю и по Колыме, это вот у нас 3 федеральные дороги. В этом году будет 188 километров федеральных дорог у нас отремонтировано на территории Якутии. До 30 года 1200 километров федеральных дорог будет сделано, согласно тех планов, которые сегодня уже приняты. По региональным дорогам в этом году мы делаем 254 километра, и по городу Якутску, по столице, порядка 35 километров. Все планы будут выполнены, но общее финансирование этих региональных и дорог и улиц города Якутска почти 6,5 миллиардов рублей. Мы, конечно же, всецело поддерживаем решение президента о том, чтобы к 30 году обеспечить связанность вот наших федеральных дорог. Здесь, конечно, возникают большие вопросы по мостам. Михаил Ильич, я потом отдельно доложу, и это и мост через Лену, мосты через Вилю, и мост через Алтан, дальнейшее строительство и расширение региональных дорог. Но мы этим четко занимаемся совместно с Минтрансом и Федеральным дорожным агентством. Что касается регионального плана, то по вашему поручению мы сегодня такой региональный план подготовили. Он направлен в Министерство транспорта Российской Федерации. 22 августа у нас уже очная защита. Мы готовимся. Цифры, которые там заложены, очень для нас хорошие, практически на десятки процентов еще улучшим качество наших дорог. Это для нас, еще раз хочу подчеркнуть, Михайлович, очень важный вопрос. И жители республики очень благодарны за этот проект в целом, что он появился, безопасных, качественных автомобильных дорог. И самое главное сейчас то, что он еще будет продолжен на этот период. И мы все сделаем, чтобы его выполнить. Александр Сергеевич, Якутия с ее огромными красивыми территориями и конечно, обладает очень большим потенциалом. Вы сегодня рассказали, как развивается социальная сфера, как в целом экономика развивается, как идет в том числе и борьба за занятость населения, как вы занимаетесь образованием, в том числе и школами. И я хочу пожелать держать все на личном контроле, чтобы все планы, которые намечены, были исполнены, активно заниматься и, конечно, укреплять экономику края.
Спасибо. Спасибо.